Прямо под открытым небом на театральной площади Владикавказа проходит 7-й фестиваль хорового искусства. Этот восхитительный праздник талантов в этом году приурочен ко Дню славянской письменности. Владикавказ стал одним из 5 городов России, попавших на прямое включение на Красную площадь. Дети Осетии в едином порыве воспевают надежду, мир и дружбу между народами. Для Москвы повторить одну песню. Не против? Славься, Глинка! Отчизну свою район, того никогда не забудет народ. Славься, славься, из рода в род, славься, великий наш русский народ, работа свернувших на край родной, грози беспощадно могучей рукой. Состав хора формировался очень просто. Хоры музыкальных школ, школ искусств, хоровых школ нашего города и вообще республики. Пригласили несколько общеобразовательных хоров, общеобразовательных школ. Это 30-я школа, они всегда каждый год показывают высокие результаты на конкурсах. 45-я общеобразовательная школа. Из Архонки 2-я школа, из Беслана школа «Память» общеобразовательная, из Ардона, из Алагира общеобразовательная школа. В общем, 5 или 6 общеобразовательных тоже подключились к нашему фестивалю. Выступление, подобное этому, я думаю, это только начало. Мы можем даже, если поскрести по сусекам, можно набрать даже и больше в музыкальных школах нашей республики. Я думаю, это только начало большого-большого пути в этом искусстве. Сложно только немного технически, потому что хор сводный, который 1146 человек, они все здесь, они готовы петь, но то солнце, то дождь. Но однако фестиваль идет, 7-й фестиваль детской хоровой музыки, и мы блестяще спели для Москвы. Наши 2 песни передали в Москву на Красную площадь. «Надежда» Александры Пахмутовой и «Славься» Михаила Глинки. Был такой опыт, мы пели в Италии, когда в поездке были. Там пел 3 хора пели на фестивале. Было очень тяжело, потому что не было слышно никого. И не очень приятно из этого петь. Но это с опытом приходит, и можно уже привыкать к этому.